Ликвидация двухсменной формы обучения в школах – задача, стоящая перед регионом, сложная, но решаемая. И власти уделяют этому вопросу пристальное внимание. Так, к примеру, в селе Кантышево по программе Минсельхоза «Устойчивое развитие сельских территорий» возводится новая школа на 540 ученических мест. Строительство объекта началось в 2016-м. Объект стоимостью 332 миллиона рублей планируют сдать до конца этого года. На стройплощадке побывала комиссия во главе с зампредом правительства Магометом Гогиевым. Материал нашего корреспондента. Кантышево – одно из немногих населенных пунктов региона, где еще существует двухсменка. Местность густонаселенная, поэтому 4 школ явно не хватает. Благодаря строительству нового объекта школу перейдут на односменную форму обучения, что, по мнению Минобра, положительно скажется на образовательном процессе. Эту школу начали строить еще в 2016-м. Стройка замораживалась несколько раз по разным причинам. Теперь объект на особом контроле главы региона. Поэтому проверить ход строительства приехала комиссия во главе с зампредом правительства Магомедом Гогиевым. Объект строится по программе Минсельхоза. Стоимость проекта 332 миллиона рублей. Из них, по словам министра сельского хозяйства, освоено уже более 140. Фундамент и стены здания возведены, однако остались внутренние и облицовочные работы, на которые уходит много времени. Если финансовый вопрос уже решен, то теперь вопрос в кадрах. Комиссия сомневается, успеет ли подрядчик сдать объект до конца текущего года. Поэтому ответственных лиц ждет ежедневный и серьезный контроль. На объекте должны находиться каждый день как минимум 100 рабочих. То есть это разные направления: штукатурка, побелка, покраска, отопление, кафельщик. Одним словом, чтобы друг друга не мешая, эти работы проводились параллельно. Более 60 человек тут сейчас в данный момент, но еще они усилят. Мы будем ежедневно их контролировать, уже наблюдать, помогать, где надо, чтобы они быстрее закончили. Ответственные лица заверяют, школа больше не будет в списке долгостроев. Кстати, о самом объекте. По плану проектировщиков здание будет состоять из 3 корпусов, 2 из которых трехэтажные, с большим актовым и спортивным залами. На заднем дворе разместятся футбольное поле и волейбольная площадка. На данном этапе строительство школы очень интенсивно, работа идет, но были проблемы, мы как-то уладили, все вышло на финишную прямую. Сейчас объект идет интенсивно, сдачи готовятся, все, рабочая сила есть, финансирование есть, стройматериал, все есть. В долгожданной школе по проекту предусмотрены все условия для качественного образования. А комиссия позаботится о том, чтобы после новогодних каникул в этих коридорах зазвучал детский смех. Зарема Ивлоева, Ната Ивлоева, Рахман Цуров. Новости 24.